добрый день. Меня зовут Раздобудько Тамара. Я специалист в сфере продаж и в сфере работы с персоналом. Более 10 лет имею опыт работы в этих направлениях. И сегодня мы с вами проговорим про этапы взаимодействия с клиентами. Клиент – это самый важный человек в нашем бизнесе, это человек, который генерирует нашу прибыль, это человек, который приносит нам доход. И очень важно правильно выстроить с ним систему взаимодействия. И сегодня мы поговорим с вами, как происходит это самое взаимодействие с клиентом. В разных компаниях, в разных сферах продаж существует множество этапов работы с клиентами. Есть универсальная схема, которая состоит из 5 этапов. В компаниях, которые работают с FMCG направлением, то есть это с товарами народного потребления, выделяют около 10 шагов. В каких-то компаниях выделяют 7 шагов взаимодействия, работы, визита к клиенту и так далее. Мы сегодня поговорим про универсальную форму, это про 5 этапов работы с клиентами. Все эти этапы вы видите сейчас на слайде, и начинаются они с установления контакта с клиентом. Далее идет выявление потребностей. После выявления потребности важно презентовать клиенту свой продукт или услугу, поработать с возражениями, если они возникнут, и в финале обязательно закрыть сделку, и потом уже идти к повторному обращению или работе с нашим клиентом. Если говорить про установление контакта, это первый и один из самых важных этапов. Важно в этот момент полностью рассказать о себе, важно, чтобы клиент понимал, с кем он взаимодействует, с кем он сотрудничает. Поэтому под первым пунктом вы здесь видите необходимость представиться. Обязательно нужно сказать, как вас зовут, какая ваша должность, какую компанию вы представляете и какую зону ответственности. Очень часто бывает, что клиент, например, тратит время на человека, который не принимает решения в компании, или получает консультацию не у того человека, кто может отвечать за продажи, и теряется время, теряется лояльность клиента. Важно также не забывать и спрашивать имя клиента, потому что мы знаем, что имя человека – это самый приятный для него звук. Далее, что еще важно в момент установления контакта, это произвести первое впечатление. Очень важно отметить, что первое впечатление производится один раз, и его практически невозможно потом поменять. И, как говорит статистика, первое впечатление о человеке мы можем воспроизвести буквально за 7-10 секунд. Да, больше нам не надо. Что в этот момент о человеке можно узнать или как это первое впечатление произвести? Это, безусловно, ваша улыбка, ваш тембр голоса, ваша энергетика, то настроение, с которым вы общаетесь с клиентом, то настроение, с которым вы к нему подходите и с которого вы начинаете разговор. Важно вести себя естественно, потому что человеческое общение – это все-таки основы психологии, всегда чувствуется неестественность, наигранность какая-то, желание понравиться, лесть всегда клиентами очень хорошо распознается, поэтому задача быть очень естественными, дружелюбными и стараться предоставить ровно то, что нужно вашему клиенту. Важно также и подстраиваться под клиента, то есть отзеркаливать какие-то его жесты, внимательно его слушать, где-то подстраиваться под его дыхание, под его настроение. То есть если к вам пришел грустный человек, очень сложно будет его расположить, если вы будете энергически заряжены, прыгать, радоваться и так далее. Да? Очень важно к нему подстроиться и, возможно, вывести его в тот тон, в то настроение, которое уже нужно вам. Далее, очень важно найти какой-то общий интерес, то, о чем вы можете с ним поговорить, то, о чем вы можете немножечко растопить лед, который возникает между людьми в самые первые минуты общения. Это может быть погода, это может быть какое-то хобби, может быть, он пришел с каким-нибудь животным, и вы можете сделать ему небольшой комплимент, либо разговорить его о какой-то последней новости. Но очень важно не затрагивать политику, не затрагивать религию, не затрагивать какие-то финансовые вопросы. Это такое негласное табу в принципе в коммуникациях, не только в профессиональных, не только в продажах. И далее, очень важно активно слушать. Я уже говорила, да, про подстройку к клиенту, но важно еще и активно его слушать. Как это выражается?
важно смотреть в глаза, поддерживать зрительный контакт. Очень важно какие-то поддакивания из разряда «ага, угу», что-то такое, да, чтобы человек понимал, что мы вникаем в его проблему, что мы слушаем его, какие-то кивки головой, вот такие вот вещи, это тоже очень важная история. Понаблюдайте за вашими коллегами, за вашими друзьями, и когда человек вас активно слушает, он как-то к вам чуть-чуть подается вперед, он внимательно на вас смотрит, задает наводящие вопросы, держит контакт глазами. Вот это то же самое, что нужно соблюдать и в работе с клиентами, в коммуникации, чтобы состоялся диалог, да, чтобы это было опять-таки естественное продолжение беседы. Ну и важно в установлении контакта это показать экспертность. Что происходит у нас в современном мире продаж? Доступен интернет всем и каждому, и клиент, прежде чем прийти к вам, в вашу компанию, вашу точку продаж, ваше подразделение, чаще всего уже все изучил, уже погуглил, уже почитал в интернете, уже пришел подготовленный, задавать какие-то конкретные вопросы. Очень важно, чтобы вы свою экспертность проявили больше, чем ваш клиент, чтобы знали свой продукт от и до и могли рассказать о своей услуге полноразмерно. Ну и, безусловно, важно быть позитивным. Как говорится, если вы не улыбаетесь, то вы не имеете права работать в продажах и продавать. После того, как мы установили контакт, очень важно выявить потребность. Что такое вообще потребность? Такое слово, которое очень часто слышится, но не всегда есть точное понимание, что же такое потребность. Да? То, о чем мы говорим, это ощущение нехватки или недостаточности чего-либо. То есть человек к вам приходит, чтобы удовлетворить свою какую-то потребность. У него случилась проблема, или он хочет получить какой-то статус, какую-то услугу, и он приходит к вам. И в продажах это нужда, которая закрывает приобретение вот какого-то товара или услуги. И часто бывает распространенная ошибка, когда мы, зная свой продукт, мы его холим, лелеем, мы его создали, мы его любим, мы знаем все тонкости этого продукта, мы начинаем клиенту рассказывать свое восприятие этого продукта, что нам в нем нравится, что мы считаем в нем самым лучшим. Но на самом деле этот этап выявления потребностей сильно важен. Если мы не узнаем, что нужно клиенту, мы не сможем потом далее презентовать этот продукт. То есть на простом примере мы, допустим, приходим в магазин и видим огромное количество производителей воды. То есть ассортимент, цвет, вкус, упаковка разная, стеклянная, пластиковая и так далее. Казалось бы, базовая потребность это устранение жажды, да, мы хотим прийти и выпить воды. Если мы как производители будем всем рассказывать, какая наивкуснейшая у нас вода, самая лучшая в мире, с минералами и так далее, мы можем не учесть потребности, например, человека, который следит за экологией, хочет приобрести воду, но в стеклянной таре, да, или человека, который имеет потребность именно в определенных минералах, а не в вкусовых качествах. То есть очень важно сначала выявить потребность и только потом начинать делать свою презентацию продукта или услуги. Итак, закрепим, зачем же нужно выявлять потребность. Еще раз, важно продать свою идею или свое предложение уже с учетом потребности, которую нам рассказал клиент. Далее, именно на основании этой потребности сделать свою презентацию, презентовать выгоды, преимущества, почему именно у нас должны приобрести продукт. Или есть еще очень важная вещь, про которую многие продажники забывают, потребность можно сформировать. То есть иногда человек к вам приходит, еще не до конца понимая, чего он хочет, у него есть какие-то предпосылки этой потребности, но мы можем так задавать вопросы наводящие, да, так разговаривать, вести беседу с клиентом, что мы можем сформировать эту потребность. И это очень важно, когда клиент, а такое часто бывает, не знает, зачем пришел. Как же выявить потребность? И здесь на самом деле есть два универсальных способа. Первый, мы уже об этом частично говорили при установлении контакта, это внимательно слушать. И в этом случае очень важно соблюдать баланс 80/20, где 80% говорит клиент, и только 20% говорите вы. Напоминаю, что выявление потребностей – это мы задаем вопросы, а клиент на них отвечает. И там надо повторять, что говорит клиент из разряда «А правильно ли я вас понял, что вы ищете именно вот это?» Подводить итоги. Например, итого, вам нужно вот это, вот это, вот это, у нас есть, и далее презентация на ваш идеальный продукт, который подходит сюда. И то самое поддакивание, про которое я уже говорила, да, когда мы
поддерживаем клиента, даем ему понять, что мы понимаем и слушаем то, о чем он говорит. Ну и вторая важная часть в момент выявления потребностей – это задавать вопросы. И вопросов на самом деле существует бесконечное множество, их типологий, как они строятся, очень много техник вопросов в продажах есть. Я хочу сделать акцент на 3 категориях вопросов. Это открытые, закрытые и альтернативные. И в выявлении потребностей нам больше всего нужны именно открытые вопросы. Открытые вопросы позволяют нам, как в проведении интервью, задать один вопрос и получить вот такой развернутый большой ответ, где мы можем выслушать всю ту боль, которая есть у клиента, всю ту потребность, с которой он к нам пришел. И именно здесь хочу сделать акцент именно на открытых вопросах и помочь вам разобраться с тем, как они вообще создаются, из чего они состоят и чем отличаются открытые вопросы от закрытых. На открытый вопрос мы никогда не можем получить ответ «да» или «нет», это всегда будет развернутый ответ. А вот на закрытый вопрос мы получаем ответ либо «да», либо «нет», и он нам практически ничего не говорит именно в момент выявления потребности. Мы тоже будем использовать закрытые вопросы, но немного в другом этапе. Ну и финально бывают еще альтернативные вопросы. Они уже должны нам быть в завершении выявления потребностей, когда мы подталкиваем клиента к выбору. Знаете, такой выбор без выбора. Да? Вам заказ оформить сейчас или завтра? Да? Вам удобнее рассчитаться в тенге или в долларах? Да? То есть, когда сам факт уже состоялся, да, мы можем просто предоставить клиенту сделать выбор. А вот про открытые вопросы мы как раз сейчас и поговорим. Как формируются открытые вопросы? В них обязательно должно быть вопросительное слово. Например, как представлено на экране. Что, как, где, кто, сколько и так далее. Если в вашем вопросе есть вот это вопросительное слово, он как раз-таки будет развернутым. Что думаете по поводу вот этого предложения? Да? И тут мы уже не можем получить ответ «да» или «нет». Да? Тут будет обязательно развернутый ответ. Вот это нам и нужно использовать, когда мы работаем с выявлением потребностей. Задавая вопросы, мы раскрываем потребность клиента, он нам рассказывает очень много. Иногда тут бывают истории жизни, иногда тут бывает опыт предыдущих использований продукта или услуги. Мы получаем очень много информации. И тут важно слушать и запоминать, потому что именно на эту информацию будет ложиться наша презентация. После того, как мы выявили потребность и поняли, зачем к нам пришел клиент, или помогли ему эту потребность сформулировать, мы переходим к презентации. И теперь мы пользуемся всей той информацией, которую клиент нам предоставил. И в презентации очень важно рассказать о своем продукте, рассказать о своей услуге так, чтобы клиент прямо здесь и сейчас принял это решение, что вот я его хочу купить, именно эту услугу или именно этот продукт. И я рекомендую использовать один из многих инструментов, но он, на мой взгляд, и самый простой, и самый эффективный. Это называется инструмент ХПВ или СПВ, его часто встречают в литературе. Это характеристики преимущества выгоды или свойства преимущества и выгоды. И сейчас мы более подробно его раскроем. Как говорится, самые простые инструменты могут быть максимально результативными. Если мы говорим про то, как презентовать свой продукт или услугу с помощью этого инструмента, то здесь очень просто. Сначала нужно рассказать про какие-то факты о вашем продукте или о вашей услуге, какие-то характеристики, какие-то неоспоримые вещи. Далее рассказать о том, чем наш продукт лучше, чем продукт конкурентов или какие-то аналоги. И завершить все это презентацией выгод. И на самом деле я бы не сказала, что есть очень строгая последовательность действий. Это, наверное, самая эффективная и последовательная история. Но иногда достаточно рассказать преимущества и выгоды. Очень важно не забывать выгоды. Вот это то, что чаще всего забывают именно в продажах. Рассказывают о характеристиках продукта, могут даже упомянуть преимущества. Но то, какую выгоду забирает с собой потребитель, очень часто забирают. Это самая важная история. Это то, что больше всего влияет на успешный исход ваших переговоров. Итак, если мы говорим про характеристику, как я и сказала, это свойства продукта, это то, с чем нельзя поспорить, это какие-то факты. Это может быть название, ассортиментная линейка, из чего она состоит, сколько стоит ваш продукт в том или ином объеме, размере, количестве, кто производитель, из чего этот продукт состоит, какой состав в наборе вашей услуги, например, да, и так далее и тому подобное. То есть здесь задача познакомить в принципе с продуктом или с услугой клиента, чтобы он понял вообще, затем ли он пришел, соответствует ли это его ожиданиям. А вот дальше мы уже продаем.
И дальше мы говорим про преимущества. Что такое преимущество? Это то, чем мы отличаемся от конкурентов. Это причина, по которой должны купить продукт или услугу именно у нас. Что это может быть? Какой-то необычный дизайн, это может быть широкий ассортимент. Обратите внимание, широкий ассортимент, по идее, у нас был и в фактах. Но одно дело, когда мы перечисляем, а другое дело, когда мы говорим, у нас в ассортиментной линейке 120 позиций, это на 15% выше, чем у наших конкурентов. И мы понимаем, что такой ассортимент могут найти только у нас. То же самое касается цены. Казалось бы, она была и в факте, и в характеристике, ничего с ценой не меняется, но мы всегда можем произвести такую сравнительную аналитику и сказать, что наша цена дешевле, чем у конкурентов, а наша цена выгоднее. Качество тоже может быть преимущественным, особенно если мы его можем чем-то гарантировать. Очень здорово, когда мы здесь можем давать какую-то конкретику. То есть, когда мы говорим просто наш продукт качественный, это немножко такая заезженная маркетинговая стратегия. Очень много можно услышать таких формулировок, но когда мы говорим качественный, потому что прослужит вам 10 лет, хотя конкуренты дают гарантию всего на 5, вот это уже другой показатель, это уже можно использовать. Хорошим преимуществом также может быть сервис. Сейчас, когда функционал продукта теряет свою актуальность, нам как раз таки и нужно сделать акцент на сервис, когда мы можем произвести впечатление на своего клиента не только через функцию продукта, не только через его технологии, не только через то, как он работает, но и с помощью чего мы этот продукт доставляем, как мы обслуживаем, как мы принимаем оплату, как мы условно улыбаемся, приветствуем клиента и так далее. Важно еще учесть, что преимуществом может быть с помощью чего-то эксклюзивного, что есть только у нас. Если вы можете сказать про продукт, что он только у нас есть такая услуга или такой продукт, это вот самое классное преимущество. Ну и что-то вы можете придумать сами, что-то, что на ваш взгляд изнутри как профессионалов действительно является преимуществом, чего нет у конкурентов. Ну и важно перейти к выгоде. То, про что, повторяюсь, очень часто забывают. Выгода может быть как материальной, так и нематериальной. И если мы знаем, что сказать про материальную выгоду, да, ну, например, купив у нас этот продукт, вы сэкономите столько-то, например, по отношению к клиентам. Или если у нас скидка, да, 50%, мы сразу четко понимаем, в чем выгода. Если есть акция 1+1, тоже легко считается. Какая-то форма оплаты, например, вы можете у нас приобрести в рассрочку, там, на реализацию, с отсрочкой платежа и так далее. Это очень удобно, этот клиент легко понимает, но проговорить это нужно, и сопроводить это цифрами тоже очень важно. И есть еще выгоды нематериальные. Вспоминаем матрицу, пирамиду Маслоу, где есть такие потребности, как безопасность, статус, признание или здоровье, и мы можем свой продукт продать и с точки зрения этих выгод, да? То есть покупая, не знаю, наш тур на Мальдивы, вы получаете не только классный отдых, но еще и какой-то статус, правильно? Потому что это есть определенная категория людей, которые может себе это позволить, да? Или приобретая последнюю модель определенного телефона, мы тоже себе приобретаем какой-то статус, какое-то признание, да? Или употребляя определенную пищу, мы здесь уже приобретаем такую выгоду, как здоровье, да, как качество в плане здорового образа жизни или безопасности. И вот на эти выгоды тоже очень важно делать акценты. Про работу с возражениями очень часто говорят, что это самый сложный этап в продажах. Хочу немного развеять сомнения, и на самом деле, если первые 3 этапа проведены правильно, если хорошо установили контакт и есть лояльность от потребителя, если выявили потребность и ровно на эту потребность сделали презентацию, то до возражений может и не дойти. Но если все-таки клиент немного возражает, немного сомневается, проявляет неготовность приобрести ваш товар или услугу, то здесь мы переходим к следующему этапу, это работа с возражениями. Почему возражения вообще возникают? Не потому что ваш продукт плохой, не потому что вы не хороший продажник, не профессиональный. На самом деле 3 ключевых причины отображены на слайде, да, и в первую очередь это какие-то сомнения
сомнения в целесообразности покупки. Очень часто покупки, особенно в сфере B2C, то есть от бизнеса к клиенту, они часто бывают эмоциональными, импульсивными. Я вот пришел, захотел, начал вести беседу и засомневался, а нужно ли оно мне на самом деле, да, и это вопрос не в продукте, это вопрос в сомнениях клиента. И, возможно, нужно дать ему чуть больше информации, понять, а в чем именно сомнения, развеять эти сомнения, рассказать все самые необходимые пункты про наш продукт, чтобы эти сомнения развеялись. Иногда бывает потребность в сборе дополнительной информации. Вроде бы узнал, но не все. Есть какие-то детали, которые я даже не знаю, как сформулировать вопрос, чтобы о них узнать. Да? И наша задача опять-таки расспросить клиента, что не так, что пошло не так, почему он сейчас вдруг приостановил свое решение. Ну и финально есть еще такое желание вежливо выйти из контакта, когда клиент говорит «я подумаю». Да, это то возражение, против которого очень сложно бороться, очень много тактик, техник сейчас есть, но вот мы поговорим про алгоритм работы с возражениями и про такой небольшой лайфхак, который позволяет понять, а есть ли смысл вообще с этим возражением бороться. И если мы говорим про алгоритм работы, то действовать нужно следующим образом. То есть если клиент возражает, говорит, я не знаю, это дорого, это мне не подходит, я приму решение чуть позже, мне нужно посоветоваться и так далее, на что мы обращаем внимание? Сначала нужно выслушать клиента, не перебивая. Обратите внимание, что навык слушания нам пригождается практически на каждом этапе. И нужно выслушать, не перебивая, уточнить возражение, правильно ли мы его понимаем. Так часто бывает, что когда мы перефразируем возражение, клиент слышит его со стороны и сам его снимает. А нет, все, на самом деле я немножко вас неправильно понял. Далее согласиться с тем, с чем можно согласиться. Сразу скажу, не с каждым возражением можно согласиться. То есть если нам говорят, что у вас дорогой товар, мы можем принять это возражение. Да, он дорогой, и при этом он очень качественный. Но если нам говорят, что товар плохого качества, тут мы не можем согласиться, поэтому нужно для себя определить, с какими возражениями мы соглашаться можем. Согласиться, с чем можно согласиться, и вернуться к нашей схеме характеристика преимущества выгоды. Возможно, мы что-то упустили, возможно, мы не все сказали, возможно, клиент, получив большой поток информации, что-то из него не выделил для себя. И предложить решение. Вообще очень классное упражнение, очень рекомендую вам сделать. Например, выписать топ-5 возражений, с которыми вы чаще всего встречаетесь, и на каждое из этих возражений несколько аргументов. Например, у вас дорого, и мы знаем, что у нас есть 3 ключевых ответа. Потому что у нас качественно, потому что эксклюзивно, потому что мы быстро делаем. Да? Вот, пожалуйста, ключевые аргументы на возражение «вам дорого». И так на каждое возражение, которое у вас есть. Топ-5 выделили, аргументы сделали, у вас готовые скрипты для ваших сотрудников уже существуют. Предложить решение с помощью вот таких аргументов, получить финальную обратную связь, удалось ли нам с этим возражением отработать или нет, зафиналить ответ «да», «нет», заключаем сделку, не заключаем, и уже переходим к следующему этапу. Что же делать, когда мы долго отрабатываем возражения, появляются все новые, такое ощущение, что мы уже включаемся в какой-то допрос и начинаем уже немножечко приставать к нашему клиенту. Как избежать вот этой неловкости, да? Я хочу сказать о том, что возражения на самом деле делятся на истинные и ложные. И истинное возражение – это то, которое на самом деле присутствует. Да? То есть если клиент говорит дорого, ему на самом деле неоткуда взять деньги на то, чтобы получить нашу услугу. Не рассчитал, забыл, не знаю, только сейчас это осознал. А есть ложные возражения, это такие отговорки, и их чаще всего говорят тогда, когда хотят прекратить диалог, но даже не могут сразу сказать отказ, хотят вежливо выйти из этого диалога. И мы сколько угодно будем бороться с этими ложными возражениями, но покупка никогда не состоится. Да? Я не знаю, например, а у меня жена принимает решение, мы поборем это возражение, давайте мы прямо сейчас жене позвоним. Да? А у меня деньги там на депозите не выводятся, а мы вот прямо сейчас там позвоним в банк и решим этот вопрос. И вы будете очень много придумывать каких-то
аргументов, каких-то решений вопроса, но продажи так и не произойдет. И вот для того, чтобы выяснить, это ложное или истинное возражение, есть один небольшой лайфхак. Да? Очень важно задать вопрос, а это единственная причина, которая нам сейчас мешает заключить вот эту самую сделку? И если да, причина единственная, то это возражение истинное. И тут нужно понять, сработают наши аргументы, мы их обязательно представляем. Если они не работают, важно отпустить клиента и дать ему возможность подумать и, возможно, к нам вернуться. Если при этом возражение ложное, то мы благодаря этому вопросу понимаем, нет, это не единственная причина, а какая самая важная причина. И вот тогда-то нам клиент и выдает свою истинную причину, и уже вот с ней есть смысл работать. Работать с сложными отговорками смысла никакого нет, мы только потеряем время. И мы переходим к финальному этапу взаимодействия с клиентом, это закрытие сделки, это самая приятная часть, и для этого нам необходимо наличие следующих факторов, да, чтобы сделка закрылась у клиента. Первое, должны быть деньги, без этого никак в современном мире. Доверие к нам, он должен поверить, что мы действительно делаем качественный продукт, хороший сервис и так далее. У него должно быть желание приобрести то, что мы предлагаем, срочность. То есть нет у него необходимости откладывать эту покупку, и если это срочно, то действительно закрыть сделку можно прямо сегодня. При этом у него есть время для того, чтобы с нами отработать, и есть полномочия. Это тот самый пример, когда нужно спросить у жены, чтобы что-то приобрести. Да? То есть этот человек должен быть лицом, принимающим решение. При этом, когда подходит этап закрытия сделки, клиент сам нам как-то дает об этом понять. Он задает уже сам наводящие вопросы, он как-то утвердительно отзывается о наших характеристиках, о нашем продукте, да? Он выдает какие-то признаки готовности. Важно их не пропустить и не пойти по третьему кругу презентовать продукт. Для этапа заключения сделки есть несколько техник, которые неплохо работают. И одна из них — это необходимо сделать паузу. Нужно дать покупателю время самому принять решение, не передавить, остановиться в какой-то момент, дать ему возможность подумать. Есть еще такая техника, как задать вопрос, какие еще у вас остались сомнения, чтобы развеять уже совсем финально. Это когда клиент немножко подзавис и вроде бы готов принять решение. И вот тут важно опять-таки его не упустить, и не передержать, и не упустить. Хорошо работает такая история, как дедлайн, то есть когда мы ограничиваем клиента во времени. Ну, условно, чаще всего, возможно, вы слышали такие примеры. До 30 ноября стоимость пакета услуг на 20% дешевле, там, или с 31 декабря мы повышаем цены, да, или новая поставка и все цены выравниваются под них, или у нас осталось всего 100 продуктов, которые вы можете купить сегодня, да, новой поставки мы не ждем, или в следующем году наш обучающий курс не запускается, все, и все бегут в этом году срочно все покупать. Вот это называется дедлайн какой-то, мы ограничиваем возможность для приобретения продукта или услуги, и как ни странно, несмотря на то, что очень распространенный прием, люди все равно очень хорошо им пользуются. Ну, еще одна техника — это изолирование. То есть, когда мы ищем подходящие условия для покупателя, вдруг у него возникают опять-таки сомнения, и вот тут такой формат формулировки примерно. То есть, если я подберу вам другой вариант, подходящий по цене, мы можем договориться, да? То есть мы идем немножечко на компромисс, идем в сторону клиента, возможно, подбирая для него какие-то другие варианты. Ну и самое важное — это призыв к действию, то есть купите, позвоните, придите, пройдемте на кассу, давайте выберем финальный цвет, последняя примерка и так далее и тому подобное. Ну и несмотря на то, что этот пункт не звучал в этапах взаимодействия с клиентами, тем не менее не могу не сказать про послепродажное обслуживание. Что это такое? То есть мы клиента отпустили, он ушел довольный с нашим продуктом или с нашей услугой, мы сидим довольны, пересчитали кассу, все хорошо, и казалось бы, на этом наши отношения могут быть закончены. Но очень важно в современном мире, чтобы клиенты к нам возвращались. Вернуть постоянного клиента дешевле, чем найти себе нового. Что мы можем сделать в этом случае? Предоставить какое-то гарантийное обслуживание или порекомендовать нашу компанию как сервис. То есть человек ушел с нашим продуктом, но если вдруг что-то пойдет не так, если ему нужна чистка, ремонт или какая-то инструкция по работе с продуктом или услугой, мы
оставляем за собой возможность с ним коммуницировать, да, ему возможность нам позвонить, узнать, проконсультироваться, что-то уточнить. Очень важно держать коммуникацию с клиентом и вовремя исправлять ошибки в сервисе. То есть, например, с товаром он довольным ушел, ну, я не знаю, мы, например, должны ему его доставить. И очень важно, чтобы и наши грузчики, которые отвезут ему товар, были добры, веселы, и те, кто будут провожать его на входе, были с ним вежливы. Да? Такой формат, чтобы наша продажа не заканчивалась пожатием руки, да, чтобы мы его сопровождали еще какое-то время. И очень классный инструмент – это снятие уровня удовлетворенности. То есть, например, прошло в нашем ресторане какое-нибудь заведение или на нашей зоне отдыха какое-то мероприятие. И мы спустя несколько дней звоним людям, которые принимали решение о том, что они будут у нас на мероприятии проводить, и небольшое анкетирование проводим, просим оценить, там, не знаю, по 5, по 10-бальной шкале оценку того, как они провели мероприятие на нашей территории. Да? И тогда мы понимаем, что им понравилось, что не понравилось. Всегда можем как-то отреагировать на то, чем они были недовольны, принести свои извинения, сделать какую-то скидку или наоборот, получить какой-то приятный отзыв, который мы можем разместить у себя на сайте, в Инстаграме, использовать где-то, поощрить сотрудников, которые хорошо работали и так далее. Поэтому очень классный формат взаимодействия. Ну и в принципе по этапам взаимодействия с клиентом это все. Хочу отметить, что это безусловно универсальная последовательность работы с клиентами, и тем не менее очень важно соблюдать эти этапы взаимодействия с клиентом. И даже если вы будете работать по нему как по стандарту, это не значит, что любой человек может прийти с улицы, по ним работать, и все будет идеально получаться. Нет, это механика, которая позволяет на каждом этапе улучшить ваши взаимоотношения с клиентом, улучшить его обратную связь, удовлетворенность работы с вами. Поэтому большая рекомендация быть экспертами в своей области и относиться к клиенту как к самому дорогому человеку в вашем бизнесе.